Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и сегодня у нас по традиции по пятницам кулинарный влог. Сегодня мы будем с вами готовить помидор-ча. Я надеюсь, что многие знают этот салат, но мы будем, естественно, его готовить не так, как его готовят традиционно. Я его назвал помидор-ча импровизация. Дело в том, что когда у меня остаются какие-то продукты, я иногда придумываю салат. На основе уже какого-то салата я придумываю свой, так скажем. Ну, думаю, что, наверное, здесь ничего такого сложного нету, просто чтобы сочетались ингредиенты. Так вот, у меня осталось отварное мясо. Я осталось совсем немножко, я не знал, куда его девать. Вспомнил, что надо снимать кулинарный влог. И думаю, сделаю я помидор-ча. Кстати, давно его не делал. Но решил отойти от традиционного рецепта и на ходу что-то придумать. Что у меня получилось, давайте вместе с вами посмотрим. Я желаю всем приятного аппетита, но прежде чем мы начнем наш кулинарный влог, я хочу поздравить всех казахстанских мужчин с праздником, с Днем Батыра. А тем, кто нас смотрит не в Казахстане, хочу сказать, что День Батыра это что-то российское или постсоветское, День защитников Отечества. Мужики, с праздником нас! Днем Батыра. У нас все-таки в Казахстане два мужских праздника. Мы по типе отмечаем 23 и громко отмечаем 7 мая. Ну что, дорогие мои, приготовьте ложки-вилки и мы начинаем наш кулинарный влог. Всем приятного аппетита! Итак, какие нам ингредиенты понадобятся для этого салата? Нам понадобится с вами мясо. Можно его использовать обжаренное. У меня в этом салате будет отварное мясо. Дело в том, что у меня остался кусочек отварного мяса, и я не знал, куда девать. И тут решил сделать салатик для нашего кулинарного влога. Поэтому у меня будет вареное, но, конечно, вкуснее. И больше всего, наверное, использовать лучше жареное. Естественно, нам понадобятся помидорчики. Ну, я думаю, что на этот салатик 2 помидорчика. И лук красный. Ну, если нет красного, то можете, конечно, использовать обычный лук. Зубчик, ну, можно 2 зубчика чеснока. Так, соевый соус. Соль, перец, но опять же с солью надо будет аккуратнее быть, потому что соевый соус, он довольно соленый. Так, перец. И я буду делать, друзья, этот салат с баклажанами, с жареными баклажанами. Я ни разу не делал, но давайте попробуем. Я думаю, что должно получиться очень-очень вкусно. Так, терочка, где мое ведерочко? Естественно, мое ведерочко, куда мы все это будем с вами крошить. Итак, что мы с вами будем делать? Давайте для начала мы приготовим с вами заправку. Еще знаете, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать добавить в заправку соус чили. Ну, можно использовать, если нету такого соуса, то в принципе можно попробовать использовать... Ну, острый перец, наверное, какой-нибудь. Я не знаю, красный острый перец. Так, ну что, соевый соус. Я соевый соус использую вот этой фирмы. Мне он очень нравится. Я уже говорил вам в каком-то влоге, то, что вот бывает, когда нет суши или роллы я заказываю, и мне привозят какой-то соевый соус. Я его выливаю и наливаю вот этот вот. Он мне очень нравится. Кстати, я тоже люблю делать суши. Думаю, надо обязательно как-нибудь попробовать их сделать. Так, я думаю, что вот такого количества, наверное, пока хватит. Где у нас чесночок? Я сделал 2 зубчика, потому что один вот у меня уже был почищенный. А один более такой, скажем, посвежее. Поэтому я добавляю 2. Ну, я не знаю, мне очень нравится. Я думаю, что этим самым я не испорчу.
Добавим еще, знаете, наверное, чуть-чуть оливкового масла. Оливковое масло у меня со светофора. В принципе, довольно неплохое, недорогое масло. Уже беру не первый раз. Оно у меня есть. Вот. В первую очередь мы сделали заправочку с вами для того, чтобы она настоялась, чтобы чесночок разошелся. Чтобы наш чеснок прям... Еще добавим перчику сразу. И пускай наша заправочка стоит, настаивается. Ну что, теперь у нас мясо уже в принципе готово. Мы его отправляем в наш салатник. Мне, знаете, неудобно. Я сначала здесь все размешиваю, и потом уже можно в более какую-то мелкую посуду использовать. Где моя доска? Моя великая мировая доска. Так, ну что касается нарезочки, смотрите, у нас с вами мясо нарезано брусочками, вот, поэтому баклажанчики мы тоже с вами нарежем брусочками. Баклажанчики, это у меня, я уже говорил, мама у меня делает заготовки на зиму, и у меня есть в запасе баклажаны замороженные. Знаете, как очень удобно. Мы второй раз сделали. Первый раз мы, ну какой-то он, смотрите, какой-то он не очень. Вид, не будем его добавлять. Там все равно одна кожура. Вот таким образом нарезаем наши баклажанчики. Ну, пока режу, хочу еще раз вас поблагодарить. Спасибо большое, что вы приняли на ура мой кулинарный влог. Очень приятно, что вам нравится. Будем продолжать в том же духе. Так, все это мы убираем. Вот, в принципе, у нас баклажанчики мы добавили. Следующие у нас помидорчики пойдут. Помидорчики я нарежу, конечно, такой соломкой у меня не получится, поэтому я нарежу их кубиком. Домашние помидоры, кстати, когда вот сейчас поспеют, я вообще вот это вот в домашних, вот эти жопки я их называю, я их не срезаю. Вот помидорчики мы нарежем кубиками. Когда уже будут наши свежие помидоры. Знаете, на самом деле, конечно, вариантов очень много приготовления салатов. Вы пишите свои, конечно. Спасибо вам большое, что не забываете. Пишите свои варианты, как вы готовите данные салаты и готовите ли вы их вообще. Ой, мне, кстати, знаете, благодаря влогам кулинарным я стал почаще делать салаты. Все-таки кто времени нету, кто еще что-нибудь. А тут прям красота. Так, ну что, давайте еще один, чтобы, как говорится, было погуще. Было погуще и послаще. Так. О, кстати, я что-то не подумал. У нас же прошлый кулинарный влог, он был у нас с баклажанами. И сегодня опять. Ну ладно. Попробуем что-то. Ой, ножик тупой. Ой. Попробуем в следующий раз что-нибудь интересное. Но, тем не менее, впереди, я надеюсь, что у нас будут и горячие всякие блюда. Вот. В принципе. Усё. Ой, не прорезал. Так, и пока помидоры дают сок, поэтому, так как у меня мясо вареное, если вы его жарили мясо, то, конечно, у вас оно будет как-то, ну, наверное, в масле, поэтому оно будет посочнее, да? Поэтому, я вот сейчас сразу поперемешал, потому что помидорчики уже дают сок, чтобы
чтобы наше мясо немножечко тоже пропиталось. Так, ну вот эти вот хвостики я не буду использовать, они уже начали прорастать, поэтому как-то они мне в салате будут не очень. Здесь тоже, смотрите, у нас два с вами пути. Мы можем с вами лук нарезать кубиками мелко, это как вам нравится. Можем нарезать его перьями, ну, кольцами, да. Но так как я использую красный лук, он для салатов, да, очень такой... Ой, ножик-то, друзья, туповастенький. Ну ничего, я буду вот такими кольцами, наверное, все-таки резать. Все-таки лук, он красивый, поэтому... Потом, мне кажется, так будет симпатичнее. Тут немножечко осталось. Все, я думаю, что этого нам хватит, друзья. Так. Раскрошим. Ой, мне кажется, как будто его маловастенько. Нет, нормально. Смотрите, я не солил салат, потому что я вам сразу сказал, соевый соус он соленый, поэтому не солим, пока не добавим соевый соус. Уже потом будем. Теперь что я хотел попробовать? Смотрите, я хочу попробовать сейчас отдельно экспериментик проведу. Я люблю иногда так делать. Отдельно вот этот соевый соус. Я еще добавлю чили. Попробую, что у нас получится. Так. Как-то так. Ну, друзья, я не программа Смак, как кто-то уже сделал комплимент. Поэтому я пальцем. Так. Но, знаете, в принципе, вкус не сильно-то отличается. Я думаю, что я добавлю. Он дает немножечко сластинку. Попробую добавить. Была не была. Он очень, вот этот соус очень острый. Но вы, еще раз говорю, можете не добавлять. Мне кажется, салатик будет так и без него очень вкусный. Теперь самое главное, мне кажется, что весь вот этот соевый соус, это очень много. Вот, ложечку и вторую, и, наверное, еще третью ложечку. Все тщательно перемешиваем. Ну вот, в принципе, тоже довольно простой салат. Смотрите, он и смотрится очень даже красиво. Ну а вкусный он или нет, это мы сейчас с вами будем пробовать. Как я уже сказал, первый раз делаю именно вот с такими ингредиентами, именно вот с такой заправочкой, поэтому что сейчас получилось. Ой, хоть я уже и не голодный, я уже покушал, но слюни бегут, аж прям не могу. Ну что, будем с вами пробовать. Еще знаете, что хотел сказать? Я бы еще, наверное, сюда попробовал добавить болгарского перца. Вот, но у меня его нету, и я так готовился к кулинарному влогу, поэтому не знаю. Ой, правда не могу, слюни. Ну что, с Богом. Не, ну правда, интересно, что получилось. И что можно сюда добавить? Не можно, а нужно. Лимонного сока. Мне кажется, вот как раз-то лимонного сока сюда и не хватает. И сейчас я понял, что еще, друзья, где соль? Еще я понял, что у меня немножечко не хватает соли. Ну, а так, в принципе, очень даже ничего. Очень даже вкусно.
всем приятного аппетита на ночь я желаю, как всегда. Скоро уже начнут ругаться. Все, теперь хорошо. Теперь даже очень вкусно. Ой. Баклажаны прям в тему здесь. Я обычно без баклажан. Без баклажан делаю этот салат. Ну, неплохо. Неплохо, кто вот не любит майонезные салаты, вот это в самый раз. И он довольно будет такой сытный салат. Мне очень понравился. Но вот еще раз говорю, что лимонной кислоты, мне кажется, ой, лимонного сока не хватает. Не, лимонная кислота-то у меня есть, но мне кажется, это фигня. Нужно все-таки сок использовать. Друзья, я вам скажу, что очень вкусно. Очень. Ой. Или как? Вот так вот делаю, да? Вот так чуть-чуть посолим. Вот, ну, шикарно. В принципе, очень вкусно получилось. И вот смотрите, я же все-таки добавил, я уже убрал в холодильник, я добавил острого перчика, и вот сейчас только почувствовал легкое жжение. То есть я добавил, ну, самую такую, скажем, норму, не переборщил. Я вам рекомендую, если вы хотите, то можете не добавлять остроты. Поверьте мне, салат и без того получается очень-очень вкусный. Ну что, дорогие мои, вот в принципе очередная пятница, очередной кулинарный влог подошел к концу. Я надеюсь, что вам тоже этот сюжет очень сильно понравился. Вы обязательно его попробуйте, поделитесь со мной, понравился он вам или нет. И напишите ваши отзывы. Я очень с нетерпением буду ждать ваших комментариев. Понравится вам такой салат или не понравится. Ну и тем более, если вы его уже делали, то тоже напишите, так вы его делаете или вы его не так делаете. Ну, на этом у меня все. Еще раз спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю прекрасных, шикарных, просто праздничных выходных. Всех с наступающим. Боже мой, друзья, я забыл поздравить. Ладно, сделаю это вступление. Всех с наступающим 9 мая. И до новых встреч. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.